уважаемые и заслуженные люди нашего колхоза, пенсионеры, ветераны войны и труда, участники первых трудовых пятилеток. Это о них, наших самых дорогих людях, о их заслугах рассказано в колхозном музее. Их любят и чтят харшибирцы. Большинство из них до сих пор показывает примеры отличного труда. Об одном из них, первого члена комсомольской ячейки, одного из организаторов колхоза и первого председателя, рассказывает наш фильм. На весь мир прогремел залп легендарного крейсера «Аврора», открывший новую эру в истории человечества. За советскую власть вместе с русскими боролись и буряты. Трудно было в то время безграмотным комсомольцам вести борьбу с бандитами и строить новую жизнь. Великий Октябрь вывел бурятский народ из нищеты и векового угнетения, и невежества. Вот как об этом поется в народной песне. Радости не зная, у степных дорог, у подножья гор родились мы. Безыменным народом, бесправным народом были мы. Темнее темного, беднее бедного, хуже худшего жили мы. Советы пришли, свет и свободу, силы и знания узнали мы. 37 бедняков объединились в ТОС. Они не знали, как правильно обрабатывать землю. Первую пахоту подняли на 15 гектарах, пахали валами, сеяли и убирали вручную, так как делали когда-то наши предки. В 1935 году тоже объединились в колхоз. И от объединения 3 маломощных коллективных хозяйств более крупная и началась славная история колхоза Ильичева. Улучшилась культура и быт харшибирцев. Появились деревянные дома, клуб, правление колхоза, начальная школа, медпункт. Колхоз и ударники труда принимали участие в развернувшемся социалистическом соревновании за право участия во всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В это время председателем колхоза был Бальжинима Мажиев, а его заместителем Дармачи Митов. Рука об руку трудились они много лет на благо своего народа. Ничто не сможет стереть в памяти нашей день 22 июня. На защиту Родины встали плечом к плечу русский и украинец, латышский и венгр, грузин и бурят. Сколько их, людей разных национальностей, ковало великую победу, и сколько не вернулось домой под родной кров. Сколько слез, горе выпало на долю матерей погибших. Чем измерить их скорбь? Главное, трудовая Харшибирь свят 83 воинов Великой Отечественной, сложивших свои головы на Днепре и под Сталинградом, под Москвой и у Рейхстага. Каждый из них защищал то свое, родное, близкое, что человечество объединяет в огромное понятие Родина. В один день ушли на фронт председатель и его заместитель Дармачи Митов. Боевой путь Дарма прошел от Курска до Берлина в составе войск Первого Украинского фронта. Участвовал в освобождении городов Житомир, Ровно, Винница, Тарнополь, Львов. Был зенитным пулеметчиком. Родина удостоила его боевыми наградами. Победу Дарма встретил в Берлине. Вернувшись домой, Дарма с новой силой берется за подъем родного колхоза. Трудится с удвоенной энергией.
Теперь он ветеран войны и труда, уважаемый человек на селе. Всюду он желанный гость, и особенно у детей. Учащиеся и молодежь приглашают его на вечера встречи, где он рассказывает детям о своем боевом пути, о прошлом нашего села. Нынешний год у Дармы особенно радостный. Сын привел в дом невестку, а односельчане присвоили ему звание заслуженного колхозника. Сейчас ему 65, он давно на пенсии, но до сих пор продолжает работать в родном колхозе фуражиром. 30-летие Великой Победы Дарма встретил большими трудовыми успехами. Люди колхоза, о них можно рассказывать и рассказывать. И о ветеранах колхоза, и продолжающих отдавать свой богатый опыт в коллективную трудовую копилку. И о молодежи, достойно принявшей эстафету старшего поколения. О мужчинах и женщинах, о бурятах и русских, о татарах и башкирах, об украинцах и белорусах, живущих дружной многонациональной семьей, семьей советских людей, созидающих новый неведомый доселе мир, имя которому коммунизм. О всех, конечно, не расскажешь. У каждого своя особая биография, своя судьба, светлая судьба нашего современника. Но все они – золотой фонд колхоза, его самое драгоценное богатство. Они привели свой колхоз к столь почетной награде, как знамя Центрального комитета КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВССПС, и держит сейчас сомнение на это алое знамя революции. Семье Дармы присвоено звание семьи коммунистического труда, награжден юбилейной Ленинской медалью, орденом Знак почета, занесен в Книгу почета Читинской области и колхоза Измайлова, участник ВДНХ, имеет золотую и серебряную медали ВДНХ. Бурят теперь полноправный хозяин, светла у него судьба. Смотри, к селу с обеих окраин стеной подошли хлеба. Впервые вдоль улицы ярко брызнув, вспыхнул каскад огней. Как же нам не гордиться жизнью, как же не петь нам о ней? Уважаемый товарищ Семен Дарма, партийное бюро, правление колхоза имени Кирова, исполком Хорошебицкого сельского совета выражает вам, ветерану нашего колхоза, благодарность за долголетнюю и безупречную работу в колхозном производстве. Своим самоотверженным трудом в период коллективизации, в суровые годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы вы внесли достойный вклад в развитие экономики и культуры родного колхоза. Ваш труд на благо нашей Родины всегда будет примером для молодого поколения хорошебирцев. Желаем вам, дорогой товарищ, крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого личного счастья. Партбюро, правление колхоза, исполком Хорошебицкого сельского совета. Oh,
Thank you.